Добрый день, уважаемые ученики и учителя. Мы рады приветствовать вас на медиауроке, посвященном Дню Республики Саха-Якутия и 75-летию Великой Победы. Почему День Республики Саха-Якутия мы празднуем именно 27 апреля? В этот день, в 1922 году, специальным декретом, документом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. И в 1992 году, 27 апреля, была принята Конституция Республики Саха-Якутия. Оглядываясь назад, мы можем увидеть, какой огромный исторический путь прошла наша родная республика, прежде чем стать одной из самых динамично развивающихся республик России. Давайте прокрутим ленты истории и заглянем далеко в наше прошлое. Узнаем, как жили люди в те времена и какие события произошли на протяжении 3 столетий. Впервые Россия открыла наш край в первой четверти XVII века. Это время знаменуется освоением огромных пространств за Уралом. России нужны были новые земли для развития экономики, укрепления государственных границ. С этой целью и начали осваиваться нетронутые территории Восточной Сибири. Так, в 1632 году территория Якутии оказалась в составе российского государства. На тот момент здесь проживали такие народы, как якуты-саха, эвены-ламуты, эвенки-тунгусы, юкагиры-адулы и чукчи, лаоро-ветланы. Среди них самыми многочисленными были якуты, их насчитывалось около 50 тысяч. Они занимали в основном центральную часть Якутии. Главным занятием якутов было разведение крупного рогатого скота и лошадей. Не имеющие скота или лошадей занимались охотой и рыболовством. В то время в России самой ценной валютой выступал мех соболя. Жители новых присоединенных земель облагались налогом в виде пушнины, который назывался ясаком. Центром Якутии стал Ленский острог, основанный в 1632 году. Он переносился четырежды из-за подтоплений и располагался на современной территории Намского и Мегино-Кангаласского вузов. В 1643 году острог перенесли на территорию современного Якутска. С тех пор Якутск находится на долине Туймада. Первые открыватели новых земель, казаки-землепроходцы, основывали зимовья и остроги, которые служили форпостами в продвижении россиян на северо-восток Азии и далее на северо-запад Америки. В 1638 году был образован Якутский уезд, позднее преобразованный в Якутскую провинцию в 1775 году и Якутскую область в 1784 году Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Ребята, давайте теперь узнаем, что же произошло в XVIII веке в Якутии. Важным событием этого столетия стало распространение христианства по всей территории Якутии. Все это привело к тому, что началось строительство церквей, сначала деревянных, затем каменных. Важно отметить, что церковь выполняла не только религиозную, но и просветительскую функцию. Позднее здесь начали преподавать грамоту и открывать первые школы, издавались первые якутские книги. Уже в XIX веке началось развитие культуры и образования. Появились первые гражданские школы, общедоступные библиотеки. В этот период частой практикой были школы, которые открывали политические цельные для сельских детей. Политические цельные были прогрессивными людьми, которые понимали, что местному населению нужно образование. Вклад полицильных в развитие образования, культуры, медицины огромен. Если подробнее рассказать, кого же ссылали в Якутию, которые называли тогда тюрьмой без решеток, то начало политической ссылки можно отнести к 1825 году, когда произошло знаменитое восстание декабристов в Санкт-Петербурге, и в Якутии было сослано 11 декабристов, многие из которых занимались в основном педагогической и литературной деятельностью.
В Амгинской слободе ссылку отбывал знаменитый русский писатель Короленко. Короленко учил детей, занимался литературной деятельностью. Во всех районах открывались бесплатные школы политических ссыльных. Большинство детей, обучавшихся в таких школах, в дальнейшем поступали в прогимназии и семинарии. Например, один из первых врачей из народа Саха Сокольников, лидер дореволюционной национальной интеллигенции Никифоров Клюмир, академик, физик Керенский и другие. В XX веке Якутия становится местом оживленных политических коммуникаций. Активно создаются кружки, куда входят учащиеся дети из бедных семей. Они получали образование в городе Якутске за счет поддержки родных и земляков. В этих кружках обсуждались общественно-политические вопросы, вопросы революции и смены власти в России. Руководителями таких кружков были политсыльные, сосланные за революционную деятельность в Якутскую область. В 1916 году был создан кружок «Рассвет», руководителем которого стал ссыльный большевик Емельян Ярославский. В состав кружка входили учащиеся, впоследствии видные государственные деятели: Максим Аммосов, Платон Слепцов-Аюнский, Исидор Барахов, Степан Ажаков, Степан Васильев и многие другие. Все эти имена вы слышите не в первый раз. В честь их названы улицы, учреждения в Якутии, установлены памятники и открыты мемориальные музеи. В 1917 году в России началась революция, а далее гражданская война. В этом горниле борьбы за власть, за главную идею, победу одержала власть большевиков, и по всей России установилась советская власть. Для России началась новая эпоха. В Якутии активными борцами за советскую власть стали те молодые люди, о которых говорилось выше: Максим Аммосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Аржаков, Степан Васильев. Они стали первыми руководителями Якутии. 27 апреля 1922 года Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принял постановление об автономной Якутской Социалистической Советской Республике как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутске. Данный регион стал самым крупным на территории Советской России. В 1920-21 года началось движение за предоставление Якутии статуса автономии, обеспечение самостоятельности. Проект положения будущей Якутской республики был составлен комиссией под председательством Платона Юнского с позицией национального суверенитета. 21 января 1921 года Политическое бюро Российской коммунистической партии большевиков обсудило вопрос об образовании Якутской АССР. Первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин поддержал данный проект, и 16 февраля Президиум ВСИК постановил образовать Якутскую АССР в составе РСФСР. Одним из инициаторов образования автономии в Якутии явился советский государственный и партийный деятель Максим Кирович Аммосов, который поставил вопрос об образовании Якутской АССР перед Центральным комитетом партии и Народным комиссариатом по делам национальностей РСФСР. 1 июня 1922 года было создано первое национальное советское правительство во главе с Платоном Аюнским. Конституция Якутской АССР была утверждена на Третьем съезде Советов ЯССР в начале 1925 года. По Конституции республика была признана неотъемлемой частью РСФСР, высшим органом власти провозглашался Всеякутский съезд Советов. В период между съездами Советов высшей властью республики являлся Якутский Центральный исполнительный комитет, высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган ЯССР. Таким образом, народы Якутии впервые в своей истории обрели государственность. Советский период истории Якутии был связан с широкомасштабным промышленным освоением ее природных богатств. Активное развитие коренных народов Якутии. Уже с 20-х годов XX века началось массовое открытие школ, больниц, культурных и социальных учреждений. Начались работы в алданских золотых приисках, открылось первое якутское пароходство, прилетел первый самолет. В 1925 году по инициативе Максима Кировича Аммосова начала работу Якутская комплексная экспедиция Академии наук СССР.
В этом же году была создана Якутская национальная библиотека. В 1935 году был организован первый на северо-востоке России научный институт языка и культуры, первым директором которого стал Платон Аюнский. XX век ознаменован героическим подвигом советского народа в освободительной войне с мировым фашизмом. В 1941 году началась Великая Отечественная война Советского Союза с Германией. Еще в 1925 году в Якутске была открыта Якутская национальная военная школа, где готовила местные военные кадры. 660 якутян ушли на фронт добровольцами. Кроме того, из Якутии было призвано 418 девушек и женщин с части связи, противовоздушной обороны, во фронтовые и армейские госпитали. В годы войны из Якутии было призвано почти 63 тысячи человек, включая призванных на действительную военную службу в 1939-40-е годы, студентов, аспирантов, обучающихся в вузах страны и проживающих якутян вне пределы республики. Якутия понесла в годы войны тяжелые людские потери. Посланцы Якутии принимали участие во многих битвах и сражениях Великой Отечественной войны, Сталинградской битве, Харьковском сражении, Ржевской, Вяземской, Демянской, Смоленской, Яско-Кишиневской, Будапештской, Пражской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской операциях, в штурме Берлина, Кёнигсберга и в Маньчжурии. Воины из Якутии служили во всех родах войск, показывая дисциплинированность, самоотверженность и мужество. Они прославились как отличные снайперы, умелые разведчики, отважные артиллеристы, танкисты и летчики. За проявленный героизм 24 якутянина стали героями Советского Союза и один героем Российской Федерации. 4 воина достойны ордена славы 3 степеней, из них 1 Саха. Орденами славы 2 и 3 степеней награждены 25 якутян. Орденами Красной Звезды, по неполным данным, 1300 наших солдат и офицеров, в том числе 4-1, 3-3, 2-44 якутянина. Всего в Великой Отечественной войне погибли 37 965 якутян. Еще больше, около 60 тысяч, погибли во время войны в Якутии от голода. Несмотря на голод, выкосавший огромное для республики число людей, якутяне внесли в фонд обороны 380 миллионов 660 тысяч рублей, 23 килограмма золота, 553 килограмма серебра. Кроме того, 40 тысяч тонн рыбы было добыто якутянами на берегу Северного Ледовитого океана и отправлено на фронт. Поштины на 90 миллионов рублей. Новый этап в истории Якутии начался 27 сентября 1990 года, когда при активной поддержке всего населения республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. В октябре 1991 года учрежден пост президента. Первым президентом Республики Саха-Якутия в декабре 1991 года стал Михаил Ефимович Николаев. Тогда же было изменено название региона – Республика Саха-Якутия. 27 апреля 1992 года состоялось торжественное заседание 12-й внеочередной сессии Верховного Совета Республики Саха-Якутия и общественности города Якутска, посвященное вступлению в силу Конституции Республики Саха-Якутия, принятой Верховным Советом Республики 4 апреля. День вступления в силу новой Конституции 27 апреля был объявлен Днем Республики.